Вы смотрите информационную программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Якутии из Хабаровска прибыли 20 спасателей поисково-спасательного отряда. Расскажем подробнее. Соцфонд начнет пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных. О мере и когда стартует пересмотр. Горячая дачная пора приносит настоящие испытания жителям СНТ и Сотов. Они столкнулись сразу с несколькими трудностями. Расскажем, какими. Строительство интерната и детского сада при адаптивном образовательном комплексе в Якутске находится на завершающей стадии. О ходе работ. В 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен. Задания уже разрабатывают. О цели экзамена и что за предмет. Самолет-амфибия Би-200 доставил из Хабаровска 20 спасателей Хабаровского поисково-спасательного отряда. На борту оборудование и снаряжение для помощи населению. Хабаровских специалистов после прибытия распределили в Намский район, в села Столбы и Графский берег. Спасатели будут совместно с местными властями обеспечивать безопасный пропуск весеннего половодья и адресную помощь при ухудшении обстановки. Оперативные группы МЧС сегодня работают в Татинском, Ленском, Алекминском и Алданском районах. В поселке Витим и Пеледуй, где ранее провели эвакуацию из-за подъема воды, обстановка стабилизировалась, но группы продолжают мониторинг. Напомним, сегодня подвижки льда на Лене начались в Хангалахском Улусе. По данным на 8 часов утра 13 мая уровень воды в селе Арылах Мирнинского района достиг отметки в 222 сантиметра. Ситуация держится под пристальным контролем. Основное внимание сейчас направлено на обеспечение безопасности населения и минимизацию ущерба. Комплекс мероприятий по мониторингу и оперативному реагированию позволит своевременно принимать решения и предотвращать развитие критических сценариев. После того, как вода вернется в свои берега, начнется этап оценки ущерба и восстановления пострадавшей инфраструктуры. Сейчас после схода воды будет организована комиссия, согласно постановлению, будет организована комиссия, которая будет обходить все дома, которые попали в зону затопления, в которых попала вода, в первую очередь, и будут определять объем ущерба. А далее будет рассматриваться это все там комиссионно, о выделении материальной помощи и так далее, и так далее. Полярные авиалинии готовы запустить вертолетные рейсы через Лену в Якутии. В период закрытия ледовой переправы через реку Лену авиакомпания выполнит рейсы на вертолетах Ми-8 по маршруту Маган-Нижний Бестях-Маган. Предусмотрено, что рейсы будут выполнять в период осложнения гидрологической обстановки на переправе Якутск-Нижний Бестях, связанного с прохождением густого ледохода и временным ограничением движения судов на воздушной подушке. Оформить билеты можно будет в кассе авиакомпании «Полярные авиалинии» в аэропорту Магана, а также на посадочной площадке в поселке Нижний Бестях. С приближением летнего сезона в Якутии фиксируют появление возгораний. Так, на сегодняшний день действует 2 пожара. Один был зарегистрирован на территории Мегино-Кангаласского района, второй недалеко от Якутска. На тушении задействовано 19 человек и 4 единицы техники. Основной причиной их появления является человеческий фактор. Пожароопасный сезон в Якутии официально действует с 8 мая. Всего за это время было обнаружено и ликвидировано 7 пожаров. Отмечу, что Министерством экологии в соответствии с утвержденными планами и графиками совместно с МЧС России, МВД России и органами местного самоуправления проводятся патрульно-рейдовые мероприятия. В настоящее время уже проведено более 300 патрульно-рейдовых мероприятий, проведено свыше 3100 инструктажей о мерах пожарной безопасности, распространено свыше 1000 листовок о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах. Отмечу, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах уже составлено 14 протоколов административных правонарушений. Почти 10 километров дороги к селу Аймякон отремонтируют в текущем году. В Якутии продолжается ремонт автодороги Аймякон. Дорожные работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и будут завершены в текущем году. В настоящее время специалисты занимаются очисткой полосы отвода на участке 6 по 16 километр. После этого приступят к монтажу водопропускных труб и формированию дорожного полотна. Для укрепления конструкций трубопроводов и дренажных канав будут использованы габионы
регионы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установят 896 погонных метров барьерного ограждения, 70 дорожных знаков и 329 сигнальных столбиков. Временные ограничения для грузового транспорта вводят с 21 мая по 19 июня на региональных и межмуниципальных дорогах. В арктических районах также действуют меры с 15 мая по 15 июня. На отдельных дорогах с 15 июня по 15 июля на дорогах будут работать передвижные посты весового контроля. Водителям и перевозчикам советуют строго соблюдать лимиты на нагрузки на ось. Ограничения не касаются пассажирских автобусов, а также перевозчиков продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почты. Исключение сделали для машин, которые участвуют в ликвидации последствий бедствий или чрезвычайных ситуаций. В Якутии на участке Айхал-Удачный произошел обрыв магистральной ВОЛС. Без связи остались 5 населенных пунктов Якутии. Это населенные пункты Удачный, Оленек, Жиленда, Соскылах и Юрюнг-Хая. Специалисты уже выехали на место аварии, ведутся аварийно-восстановительные работы, принимаются все меры необходимые для скорейшего восстановления связи, сообщили в пресс-службе Мининновации. Двухдневные контртеррористические учения подошли к концу. Спецслужбам предстояло не только найти преступников, но и ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Вероника Таюрская расскажет подробности. Межведомственные контртеррористические учения проходили на территории военного объекта в пригороде Якутска. Напомню легенду учений. На территории войсковой части в автодорожном округе группа лиц совершила подрыв самодельного взрывного устройства с применением беспилотного воздушного судна. После получения информации к работе приступил оперативный штаб по Республике Саха-Якутия под руководством начальника регионального управления ФСБ по Якутии. Для нейтрализации преступников были привлечены силы и средства спецслужб региона. Мероприятия по антитеррористической защищенности и в целом по пропаганде и работе сил и средств – это наша общая задача, поэтому мы рады, что когда коллеги организовывают подобные учения, мы можем в целом отработать комплекс всех необходимых мероприятий, подтвердить свою готовность, в том числе по действиям по предназначению. В антитеррористических учениях были задействованы представители полиции, скорой помощи, МЧС, ФСИН, Росгвардии и непосредственно сотрудники УФСБ. По замыслу учений в ходе атаки с применением БПЛА пострадали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. В свою очередь, диверсионная группа была вооружена автоматическим оружием. В результате слаженных действий всех структур и организации комплекса мероприятий по установлению и пресечению дальнейших преступных действий террористы были нейтрализованы. Конкретно для МЧС, опять-таки, я повторюсь, что это та возможность подтвердить свои навыки, действия в рамках межведомственного взаимодействия по антитеррористической защищенности объектов на территории нашей республики. Органы отрабатывали совместные действия. В целом оценка удовлетворительна. Плановые учения проводили оперативный штаб в Республике Саха-Якутия под руководством начальника управления ФСБ по Якутии. Именно на такого рода мероприятиях отрабатывается весь алгоритм действий по пресечению угрозы совершения террористического акта, комплекс мероприятий по приведению в боевую готовность привлекаемых сил и средств, а также по проведению аварийно-спасательных работ. Оперативным штабом Республики Саха-Якутия под руководством начальника регионального управления ФСБ России проведены плановые контртеррористические учения. Силовые структуры и специальные службы отработали весь комплекс мероприятий согласно легенде учений, поступающих водных. Цели учений достигнуты, все участники с поставленными задачами справились. Главной целью межведомственных учений стала не просто нейтрализация преступной группировки, но и проверка практической готовности оперативного штаба Якутии к действиям в условиях кризисной ситуации. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. Глава Якутии обсудил с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов поддержку участников СВО и защиту прав малоимущих. В ходе встречи Сергей Чеглаков доложил о ключевых результатах работы ведомства по итогам 2025 года, отметив положительную динамику по всем направлениям. Айсен Николаев положительно оценил деятельность ведомства и подчеркнул важность недопущения нарушений прав участников СВО и их семей. Также обсуждались вопросы защиты интересов малоимущих граждан, в частности, по взысканию
взысканию алиментных платежей, заработной платы и сохранению прожиточного минимума. В завершении встречи стороны обсудили совершенствование межведомственного информационного обмена, расширение электронного документооборота для оперативного решения задач, а также реализацию совместных мероприятий по повышению правовой грамотности населения. Соцфонд с 22 мая начнет пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных, которые раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода. В начале 2026 года по поручению президента России был принят закон, позволяющий сохранить за многодетными семьями единое пособие при небольшом превышении дохода. Теперь, если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума продлевается еще на год. В республике продолжается реализация программы развития газоснабжения и газификации населенных пунктов совместно с «Газпром». До 30 года в Южной Якутии на газовое топливо планируется перевести 67 котельных. Работа ведется в рамках ключевых инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности коммунальной инфраструктуры, снижение затрат на теплоснабжение и обеспечение устойчивого социально-экономического развития территорий. Переоборудование затронет 4 района республики. В Алекминском Улусе модернизируют 28 котельных, в Алданском районе 26 объектов, в Нерюнгринском районе 10 и в Ленском 3. Горячая дачная пора, помимо огородных забот, приносит и настоящие испытания. Жители СНТ и Сотов по Вилюйскому тракту 13-го километра столкнулись сразу с несколькими трудностями. Наша съемочная группа посетила встречу по накопившимся вопросам дачников. Надежда Саханская знает подробности. Улица Земляничная, Жемчужная, Хвойная, Лиственничная. Согласитесь, что когда слышишь такие названия, сразу вырисовывается пасторальная картинка. Правда, вот когда действительно оказываешься на территории дач по Вилюйскому тракту, вырисовывается совершенно другая история. Начать, пожалуй, следует с главного – с дорог, которые ведут сюда. Если говорить о том, что жители микрорайона бьют тревогу, значит сказать мало. Регулярное движение автобуса по графику – лишь формальность на бумаге. На деле поездка превращается в полосу препятствий, ухабы, глубокие ямы, участки без асфальта, колеса то и дело проваливаются в выбоины. Автобус, если и ходит, то нерегулярно, а дачникам приходится идти по несколько километров до своих участков. Вот с асфальта вот сюда идут пешком, а там же еще 5 кооперативов дальше. Там это еще километров им шагать. В общей сложности они по 6 километров идут, с водой нагружены, с провизией своей и рассаду несут. Чем глубже в сот, тем больше вскрывается проблем. Попав на участок, жители сталкиваются с другой – невнятными счетами за электричество. Суммы в квитанциях растут, хотя потребление остается прежним. Люди задаются вопросом, по какой причине происходит перерасход. Заключены лицевые счета, свои счетчики есть у каждого, у домовладельца есть свои счетчики и открытые лицевые счета в Якутскэнерго. Но при этом деньги, которые платятся в Якутскэнерго, в ДЭК, они уходят почему-то именно Бадуеву. Они принимаются, так как поставщик-то у нас Якутскэнерго, и должны деньги поступать именно им, потому что мы же платим им. Но момент такой, один из нехороших. Третья беда – обмеление озера, которое долгие годы служило жителям источником чистой воды. Когда-то здесь ловили рыбу, купались, брали воду для полива. Сегодня водоем стремительно теряет уровень. Ирина Григорьевна, которая живет здесь с 1984 года, недоумевает, почему в 2026-м приходится проходить через такие испытания. Мы хотим иметь дачу, мы хотим развиваться, мы хотим дышать воздухом свежим. Бьемся за эту дорогу. И в прошлом году, и позапрошлом в мэрии мы ходили. И что-то вот и ныне там. Раньше в советское время и договаривались, и саженцы привозили, и все, а теперь нет. Теперь этого нет, ничего. И все это за, не знаю, очень сложно стало.
На территории дачного комплекса проживают более 1500 человек. Семьи с детьми, пенсионеры, дачники, для которых эти участки не просто хобби, а часть жизни. Они устали от бесконечных проблем и надеются, что власти обратят внимание на их беды. Окружная администрация Якутска, в свою очередь, организует совещание, где будут подняты наболевшие вопросы граждан. Осталось только добраться. А автобуса все нет и нет. Тот, который должен ходить с интервалом раз в 1,5 часа, сегодня так и не прибыл. Тем более, что мы пробыли на территории дачи примерно 2 часа. Ну что ж, получается, что обратно дорога будет пешком. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. В течение мая якутяне смогут оплатить задолженности за капремонт без учета пени. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявил о ежегодном проведении акции «Прощенные дни». Собственники помещений, имеющие просроченную сумму по взносам за капремонт, могут погасить его без уплаты начисленных пеней. Обязательным условием акции является полное погашение накопившейся задолженности, включая апрель текущего года. Акция «Прощенные дни» – это возможность для собственников не только избавиться от долгов, но и избежать судебных разбирательств. Провести оплату можно через сайт fndkr.ru или очно в офисе фонда. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, Фонд капитального ремонта проводит с 1 мая по 31 мая 2026 года акцию «Прощенные дни». Для участия в акции необходимо выполнить следующие условия. Произвести оплату через официальный сайт Фонда капитального ремонта, либо при личном обращении в офисе по адресу Чапалова, 32. А также при оплате в офисе фонда необходимо подписаться на официальный канал фонда в мессенджере Макс. Сотрудник фонда визуально проверит наличие подписки в момент приема платежа. Приглашаем собственников принять участие в акции «Прощенные дни». Строительство адаптивного образовательного комплекса на финишной прямой. Подрядчик сдаст последние объекты, интернат и детский сад уже в следующем месяце. Подробности расскажем в следующем материале. Еще чуть-чуть, и эти пустые коридоры будут полниться детским смехом. Для будущих воспитанников создали все условия. На стенах яркие познавательные иллюстрации, в кабинетах новая и где-то еще не распакованная мебель. Бок о бок тут будут расти и здоровые ребята, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для каждой группы предусмотрели даже отдельные площадки. У нас стройготовность, в принципе, все полностью готово. Нам только осталось ТХ оборудование и по мелочи работы. Детская площадка полностью готова. Осталось у нас озеленение. И, в принципе, мы все органы, имеется в виду, передали теплоэнергию. Все это уже сделали. Нам остался надзор у ГСЖ, в принципе, сдать. Как строители наводят последние штрихи, проверил Айсэн Николаев. Заодно он познакомился с ученицей комплекса Софией. Правда, заочно друг друга собеседники уже знали. Девочка задавала вопрос на прямой линии. Глава республики подарил Софии хомус. Презент без дела долго не лежал. В этом сентябре в комплексе двери распахнет не только сад, но и интернат. Последний удобно соединен со школой-переходом. В холодные якутские зимы детям не придется выходить на улицу. С открытием объектов комплекс перейдет на полностью бесшовное образование. Это значит, что ребенок с ОВЗ, которому тяжело адаптироваться к новым условиям, сможет обучаться с 1 по 11 классы в родных стенах. Мы ожидаем второй этап ввода нашего адаптивного образовательного комплекса. Это открытие 1 сентября интерната на 150 мест и детского сада на 200 мест. И мы, получается, переходим на непрерывное обучение. Трехступенчатое – это дошкольное образование, основное общее образование и профильное образование. Ждать и учителям, и ученикам осталось совсем немного. Подрядчик обещает, что оба здания будут полностью готовы в июне, а там и до сентября рукой подать. Любовь Васильева, Ржена Гармаева, Ильяс Рамятников, Якутск.
В 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен. Ученики 9 классов будут сдавать обязательный устный экзамен по истории, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Как объяснили в Минпросвещении, испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель – определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов. В ведомстве отмечали, что экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям и личностям. Лето не за горами. Городской пляж поступает к июню обновленным. Какие именно изменения ждут жителей Якутска, узнаем в следующем сюжете. Сегодня на городском пляже работают бульдозеры. Так мэрия начала подготовку к купальному сезону. Тяжелая техника выравнивает склоны, чтобы общая береговая линия стала еще шире. Всего по плану больше 500 метров. С раскидкой песка справятся быстро, всего за пару дней. Ведь и самим водителям не терпится насладиться результатом своего труда. Это пляж сейчас делаем, чтобы летом мы купались мы. Я в том числе тоже буду купаться здесь. Столичные власти задумались о расширении еще в прошлом году, после успешной реконструкции. На преображенной зоне отдыха яблоку негде было упасть. Так и возникла идея увеличить площадь. Сейчас специалисты на финишной прямой, а предваряли ее работы под водой. Бульдозерами обустраиваться сначала дно, пока уровень воды был максимально низкий, мы, получается, подготовили будущую купальную зону. Сейчас воду проводим наверху, там, где будет зона, где можно будет отдыхать, загорать и проводить время. Затем администрация приступит к благоустройству, например, выкорчевает тальники и, в общем, сделает новую территорию комфортной и безопасной для посетителей. Дополнительно будем устанавливать лежаки, дополнительный пост спасательный, ограждать буйками, расширяется купальная зона. И дополнительно нанимаем спасателей. Пока вода, конечно, не кипяток, все-таки впереди еще ледоход, а после него в город придет долгожданное тепло. В мэрии официальное открытие пляжа наметили на первую декаду июня. Ржана Гармаева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Нерюнгри продолжаются мероприятия, приуроченные к Великому Дню Победы. Юным читателям рассказывают о подвиге героев, знакомят с историей и показывают фильмы о войне. Городская библиотека распахнула свои двери для самых юных гостей. Воспитанники детского сада «Улыбка» пришли на очень важный и полезный для них урок. Мероприятие посвящено Великой Победе, подвигу советского народа и истории нашей страны. Ребята делились своими знаниями, отвечали на вопросы и смотрели слайды. Брестская крепость находилась у самой границы и поэтому сразу была захвачена фашистами. Она была самая первая, кто принял на себя бой. Дети с интересом слушали рассказ о мужестве и героизме солдат, о мальчиках и девочках, которые во время войны помогали взрослым. И сами активно принимали участие в обсуждении подвигов наших солдат. Такие мероприятия проводятся на регулярной основе. Сотрудники библиотеки выезжают в школы, детские сады, чтобы донести до подрастающего поколения главные ценности – мир, добро и уважение к истории своей страны. Работаем мы со школами, садами, продвигаем чтение, конечно же, также патриотические мероприятия проводим по войне. Сейчас год у нас посвящен единству России, единству народов России. И, конечно же, с этим связаны наши мероприятия. После познавательного урока ребятам показали выставку «Память поколений», где представлена литература о войне, подходящая для читателей любого возраста. Солдаты сражались за наши сердца. Детей тогда убивали, дети сами сражались. Когда была война, над женщинами и детьми издевались, их избивали, и еще убивали, топили, взрывали. Война – это значит, что там сражались, убивали фашистов
и на танках стреляли. А герои – это значит, что они спасают и убивают своих врагов. Счастливые и немного задумчивые ребята возвращаются в детский сад, унося с собой новые знания и важную информацию о героическом прошлом своей страны. А детская библиотека готовится к новым мероприятиям, на которые приглашают всех желающих. Сейчас вот у нас первое мероприятие, которое планируем, это 1 июня, конечно, День защиты детей, который будет проходить у нас на улице. Надеемся, что погода нам поспособствует этому. То есть это будет веселое, грандиозное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В городской библиотеке патриотическая выставка доступна для всех посетителей. И в День Победы, и в другие дни нужно помнить о тех суровых днях и героях, которые отдали свои жизни ради нашего будущего. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Во Владивостоке в Центре здоровья и долголетия Мята прошел благотворительный этап проекта «Мисс Азия ДВФУ-2026». Участницы предлагали гостям поучаствовать в мастер-классах по созданию ангелов из бумаги, поговорить по душам за чашкой чая и создать собственную открытку близкому человеку. Центр долголетия Мята – это место, где проводятся специальные социальные инициативы, как, например, группы дневного пребывания, рассчитанные на людей с диагностированной деменцией и Альцгеймером. Мероприятие организовано при содействии автономной некоммерческой организации «Развитие», которая действует с 2016 года. Сегодня мы предлагали посетителям сделать различные мастер-классы. У нас было 2 мастер-класса на выбор и 1 чаепитие. Мы создавали открытки своими руками, где участники писали пожелания близкому человеку. А также девочки показывали, как сделать красивых ангелов из бумаги. А на чаепитии девочки очень тепло и мило беседовали с участниками. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.